Ребята, я забыла, какое время года. А докажите, что это осень. Листья падают еще. Желтеют. А почему наши елки как были, так и остались? Потому что они не хотят менять цвет. Не хотят менять. Они колючие. Правильно, ни ель, ни сосна не меняют цвет, и они не сбрасывают свою листву. У них не листья, а иголки. Иголки, вместо листьев у них иголки. Получить возможность заглянуть в волшебную страну беззаботного и счастливого детства, стать проводником в удивительный мир первых открытий, знаний и умений. Что может быть лучше, говорит Любовь Манукянс. Она уже 30 лет остается преданной, когда-то выбранной профессии воспитателя детского сада. Работа эта сложная, ответственная, основанная на безграничной любви к своему делу и к каждому ребенку. Самое главное в воспитании детей – это любовь. Если ты не любишь ребенка, если ты не любишь детей, в профессию идти не надо. Какой бы ты ни хороший педагог не был, 7 пядей во лбу, но если ты не любишь ребенка, ты не сможешь передать ему теплоту, и дети тебя не поймут. Отходить только отрабатывать – это можно на заводе, но не с детьми. Дети – это сосуд, который надо постоянно наполнять. Ты когда берешь малышей, у них страх в глазах, и ты потихоньку их начинаешь к себе приближать, и когда ребенок, забывшись, кричит тебе «мама», вот это самое дорогое. Ты понимаешь, что ты нашел подход к этому ребенку. Ты, значит, понял ребенка, и дети тебя полюбили, вам будет вместе хорошо. Важнейший выбор в своей жизни Любовь Рубеновна сделала еще в детстве, когда обещала любимому воспитателю вырасти и стать такой же, как она. За годы учебы в школе, училище и институте, а также за время практики желание только крепло. Она чувствовала, что это ее призвание, и даже убедила в этом несогласных с ее мнением родителей. Это из детства идет. Я когда в сад ходила, у нас была воспитательница. И я смотрела на нее такими глазами, что для меня лучше, после мамы, конечно, человека не было. Прошло время, когда я решила поступать в педучилище, конечно, мои родители были очень против. И я пошла у них на поводу. Я закончила строительный на красный диплом. Пошла в ГМИ, поступила. Мама увидела, что это не мое, что я тосковала, и они сказали: иди. Пошла, поступила в педучилище, в наше первое. Но конкурс был как в хороший институт. Закончила и пошла работать. Я сразу попала в 67-й сад к Тамаре Алексеевне. Я и так благодарна, но потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уйти. Я вынуждена была искать работу, и я пришла сюда. Тогда это был 57-й детский сад. Я пришла к Раисе Султановне, совсем незнакомая молодая женщина, объяснила ситуацию, почему и что. Она сказала: мы, педагоги, должны друг другу помогать. Конечно, я обрадовалась. Дом рядом, ребенок у меня под присмотром. Я согласилась. И вот уже больше 30 лет я работаю в этом саду. Для каждого малыша, впервые пришедшего в детский сад, это место непривычное, новое, в котором нет рядом родителей, а вокруг незнакомые люди. И задача воспитателя – помочь ребенку быстро адаптироваться, создать атмосферу уюта и взаимопонимания. Я когда прихожу в младшую группу работать, я говорю: ребята, воспитатель – это волшебник. И они говорят: как? Я говорю: у меня глаза не только на лице, у меня еще есть на затылке. Они говорят: а где? Я говорю: я не покажу. Вот они же не понимают еще, что я могу и боковым зрением за ними наблюдать. Они сначала тебя проверяют, правда это или нет. И они начинают, когда бедокурить, что-то делать. А я боковым зрением вижу и говорю: так, допустим, Дарина, ты что творишь? И они тогда говорят: точно, у нее 4 глаза.
Она все видит, ее обмануть нельзя. Ну, потом, когда старшие становятся, с ними уже легче. И уже за 2 года, за 3 года мы до того друг друга понимаем. Ребята знают, если я пообещала что-то, значит, я выполню. И они стараются также соответствовать тому, что они мне пообещали. Большую роль в общении с детьми играет эмоциональное состояние воспитателя, которое непременно передается ребятам, влияя на их восприятие. Всегда важно приходить на работу в хорошем расположении духа и встречать детей приветливой улыбкой, уверена Любовь Манукянц. Всегда ты должен в хорошем настроении быть. Плохо тебе, хорошо, болен ты. Если ты пришел, ты должен уже забыть о всех своих невзгодах, о всех своих болячках. И ребенок только должен видеть твое счастливое, улыбающееся лицо. Его не волнуют твои проблемы, а ребенок, он чувствует все. Мы можем друг друга обмануть, но ребенка обмануть нельзя. И поэтому, если собираешься идти в педагогику, ты должен знать, что ты, как говорила заведующая, перешагнул за ворота сада, все свои дела оставил, забыл про своих детей, про свою семью. Ты должен работать с этими детьми. Вот пока ты с детьми, ты полностью им должен отдавать себя. Если ты этого делать не можешь, лучше не идти. Современные дети другие, считает воспитатель. Это мальчики и девочки информационного века, которые более эрудированы, легко общаются с информационными носителями, но тяжело вступают в контакт, не самостоятельны, предпочитают компьютерные игры сюжетно-ролевым. Информационно они взрослеют раньше, а вот социально значительно позже. Но во все времена дети остаются детьми, которым нужно помочь адаптироваться в мире. Да, дети сейчас другие, они более раскрепощенные. Я когда начинала работать, вот для ребенка слово воспитателя – закон. И даже бывало иногда начинаешь говорить, ну поспорь, я же неправильно говорю. Нет, а сейчас дети, они получают очень много информации. Они сидят в компьютерах, они сидят в телефонах. Ребенок иногда вот в технике тебе начинает объяснять. Когда я начинала работать с интерактивной доской, я иногда забывала что-то как-то. И вот у меня Давид, он мне говорил: Любовь Рубеновна, вот это надо включить, ты забыла. Решила схитрить и говорю, у нас висят проекторы, и я говорю, это, говорю, видеокамера. И все видят, родители, как вы, говорю, себя ведете. Но Жорж Кашвили мне выдал информацию. Никакая это не камера. И ничего мои родители не видят. Это проектор, который на экран. А раньше бы ребенок тебе такого не сказал. Он бы посчитал, раз педагог сказал, да. А сейчас они уже в младшей группе начинают с тобой спорить, доказывать. И мне это очень нравится. Они более раскрепощенные, эти дети. Но мне не нравится то, что раньше дети больше играли. Сейчас дети играть не умеют. Вот когда выходишь на улицу и говоришь, ребят, давайте поиграем. Они говорят, не, лучше посидят, вот кучечками. А раньше подвижные игры, вот это все детей не оттащить. А сейчас выйдешь на улицу, они говорят, пойдем в группу. В основном дети любят сидеть. Ребята проводят в детском саду много времени. Здесь им должно быть интересно. И воспитатели стремятся к тому, чтобы у каждого ребенка возникла мотивация к обучению, познанию и творчеству. Заботятся о детях, развивают их умственные способности. Вот смотрите, я говорю, вы повторяете. Раз так смотает. Раз так смотает. Нас же не забыл, да? Нас не забыл, да. Так, четко говорим. Нал. Давайте теперь попробуем спеть. Он фасисе бердар, раштак саматае, налжене забылдар, дун был навае. Продолжительность занятий зависит от возраста ребенка. На этих уроках дошкольники узнают много нового, начинают формировать свой кругозор, развивают речь, знакомятся с основами письма и математики. Смотрите на меня. Все звуки, которые мы прошли,
А, О, А дальше? И. Сегодня существует много различных методик воспитания детей. Все они нацелены на то, чтобы дошкольники получили необходимые знания, умения и навыки. Но, занимаясь по определенной программе, воспитатели вносят в нее коррективы в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. Мы для своего сада выбрали программу 2100. И по ней идем. Мне нравится там то, что там не навязывают ребенку что-то. Ребенок сам решает. Вот он может спокойно, если он не хочет заниматься, он встанет, пойдет и где-то походит, потом вернется и опять начнет заниматься. Раньше этого не было. Раньше строго все дети сидели. Сейчас это все в игровой форме. И посмотрите, какие у нас дети. Они раскрепощены, они много чего знают, потому что это все не в навязчивой форме дается, а именно в игровой. Вот читать, писать я, например, всегда спорю. Не должны дошкольники, которые ходят в сад, читать, писать, но мы их учим и читать, и писать. Наши дети все читают и пишут. Очень редко бывает, который ребенок не читает. Я считаю, что наши дети должны выйти отсюда гармонично развитыми детьми, чтобы они могли в любой ситуации найти выход из положения, чтобы они могли протянуть руку помощи, чтобы они были душой класса, чтобы они могли донести детям дружбу. А вот читать, писать они в школе научатся. А вот то, что они получают у нас, вот эти все эмоциональные, вот эти положительные эмоции, я считаю, что это самое лучшее для детского сада. В образовании дошкольников большая роль принадлежит игре. В ее форму облекают разные виды активности и варианты взаимодействия. Содержание занятий планируется в соответствии с учетом знаний и изобразительных умений детей. Это крона, где листва. Чтобы ее засунуть в ствол, нам нужно сделать 2 небольших надрезика. Ну, небольших и не маленьких. Знаете как? Вот надрез, и напротив, с другой стороны, параллельно, тоже еще один надрез. Вот так вот будет наша крона стоять. Понятно, как делать? Ребята здесь живут в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества, а воспитатели – их верные помощники. А ты уже все сделал? У тебя с 2 сторон уже наклеены. А чего ж ты помогать идешь, если ты сам еще не закончил? Вот. Теперь сразу видно, что у нас уже ствол, крона на месте. Доверие и уважение детей – это не только приятный бонус профессии, но и невероятная ответственность за каждое слово и действие, уверена Любовь Манукянц. Ведь маленьким почемучкам интересно все на свете, а их вопросы часто застигают врасплох и ставят в тупик. Очень важно, как будет сформулирован ответ, поймет ли его малыш, сможет ли удовлетворить свое любопытство. Именно поэтому он должен быть продуман и побуждать ребенка к новым размышлениям и наблюдениям. Ты в любой момент должен быть готов к тому, что к тебе подойдет ребенок, задаст вопрос, и тебе надо на него ответить. Если я что-то не знаю, и ко мне подходит ребенок и спрашивает, я не стесняюсь того, что я не знаю, я объясняю. Знаешь, я большая, но я не все знаю. Я завтра постараюсь это узнать, и я приду и тебе расскажу. И я так делаю. А если я не смогла что-то узнать, я прихожу и честно говорю, знаешь что, давай мы с тобой вместе подумаем. Я что-то не смогла ответ найти. И мы вместе с ребенком. Вот когда ты приходишь в группу или в класс, ты должен о своих амбициях забывать.
Нелегкий труд воспитателя требует терпения, внимания, мудрости, душевной щедрости и неравнодушия. Не каждый на это способен. Не все желают делать то, что иногда приходится. Обучать элементарным навыкам самообслуживания, одевать и раздевать ребенка, кормить с ложечки, успокаивать, а при отсутствии нянечки выполнять и ее работу. Поэтому и остаются в профессии лишь избранные. Если ты детей не любишь, больше 2-3 лет воспитателем ты работать не сможешь. У меня были студентки, которые приходили, и я спрашивала, вот они практику проходят, и я говорю: девочки, а вы детей любите? Она мне говорит: а зачем? У меня будут свои дети, я буду любить их. Я говорю: ну если ты так рассуждаешь, ты долго в профессии не будешь. А недавно я ее встретила, она говорит: а вы знаете, вы оказались правы. Я только 3 года смогла работать. Я не смогла себя перебороть, я не смогла полюбить чужих детей. Я, говорит, пришла, оказывается, во мне, говорит, жил коммерсант, а в садик я шла как на каторгу. Вот у человека за 3 года она выгорела. А у нас девочки работают в саду по 25, по 30, по 15 лет, по 5 лет. И я не вижу, что у них выгорание. Особенно, когда у нас утренники, вы придите, посмотрите. У нас девочки такое вытворяют, что не каждый артист может сделать то, что делают мои коллеги. Солнышко лучистое, любит скакать, солнышко на облачко перелетать. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, 5. Воспитатели – люди творческие и активные. Они актеры своего малого театра. Ни один утренник, который является важной частью жизни ребенка в детском саду, не обходится без перевоплощения в сказочных персонажей. Все это для того, чтобы добавить волшебства в прекрасный мир детства. На Новый год у меня младшая группа, малышам нельзя приглашать Деда Мороза. И кто-то из нас, из воспитателей, наряжался, и я в своей группе нарядилась Дедом Морозом, постирала ногти, поснимала кольца, вымылась без косметики. Ну, Дед Мороз Дед Морозом, да еще и в придачу голос изменила. Идет утренник, а за мной мой сосед. Ну, в одном подъезде жили. Он бегает и все заглядывает. А мне смешно, и я засмеяться не могу. Я их и катаю, и все. Тут он сел, ногу на ногу положил и мне говорит: «Ха, Люба, это же ты!» Вот представляете, весь зал стал хохотать. И я ему говорю: «Какая Люба?» измененным голосом. Он говорит: «Знаю, знаю, это ты, Люба, твои глаза я видел». Я когда пришла в этот сад работать, у меня была средняя группа, и там был Каргиев Казик. Вызывает как-то меня Раиса Султановна в кабинет и смеется. Я говорю: что-то случилось? Она говорит: сегодня пришли родители Каргиева. Я говорю: я что-то не так сделала? Нет, говорит, они пришли тебя благодарить. А я знала, что у меня Казик лежит в хирургии, у него сложная операция была, аппендицит очень сложный был. И рассказывает, когда они пришли, хирург говорит: слушайте, позовите вы эту Любу в конце концов. Он, говорит, всем уже надоел. Зовет и зовет: позовите мне Любу. Пришел, говорит, от наркоза и требует: позовите Любу, позовите Любу. И мама говорит: так это же наша воспитательница, это не родственница. Одобрение, общение, внимательное и уважительное отношение со стороны взрослого приучает детей к дисциплине и соблюдению правил, к самостоятельной оценке своего поведения. Никого не толкать. Саш, смотри под ноги. Мы по лестнице спускаемся, не толкаемся. Так, аккуратно. Не прыгаем, Амиран. Во время прогулки дети учатся наблюдать за природными явлениями, замечать красоту каждой травинки, видеть уникальность любого цветка, наслаждаться прекрасными моментами всех времен года. Так и формируется любовь к природе и родному краю, уверена Любовь Рубеновна. Садами, садами и хлебом полна, о, как ты богата, родная страна!
Какое красивое стихотворение написал Косталь Иванович Хитагуров. Очень важно для интеллектуального и речевого развития ребенка заучивать стихи и песни наизусть, говорит воспитатель. Эта своеобразная гимнастика для мозга влияет не только на память и внимание, но и формирует правильную артикуляцию и текстовое мышление. А раннее обучение иностранному языку, например, зарождает у детей устойчивый интерес к дальнейшим занятиям в школе. Oh, what a wonderful journey. It's great. Let's pull it out. 1, 2, 3. Oh, we got. В детском саду свой распорядок дня. Прогулки, приемы пищи, занятия, игры и дневной сон проходят строго по расписанию. Большое внимание уделяют самостоятельности. Мыть руки, переодеваться, правильно держать столовые приборы – все эти навыки осваиваются в раннем возрасте. Воспитатели вместе с нянями обучают малышей правилам этикета и поведения за столом. Спину ровно. Не надо руками лезть в тарелку. У тебя хлеб в левой руке, ложка в правой. Она не так разрешает. Нет, я не разрешаю. Ты не будешь правильно держать ложку, и значит не будешь правильно держать и ручку. Ножки вместе поставь, пожалуйста. Кира, а почему ты неровно села? Вот ты со стула упадешь. Сегодня некоторые родители предпочитают детскому саду семейное воспитание, но Любовь Рубеновна такую идею не поддерживает, потому что именно в детском саду ребята учатся существовать в социуме, общаться и взаимодействовать с другими детьми. Ребенок должен в социуме вращаться. Не дома с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. Да, это хорошо. Но вы обратите внимание, дети, которые ходят в детский сад, когда они приходят в школу, и дети, которые были дома, которые никуда не ходили за ручку с бабушкой, с мамой, они не самостоятельные, они теряются. Даже вот когда у меня внук пошел в школу, у нас были детки, которые домашние. Они плакали, потому что это большое здание, много народу, детей. А дети, вот их даже зайдешь и посмотришь, ты увидишь ребенка, ты поймешь, что этот ребенок ходил в детский сад. Несмотря на то, что их водили в какие-то развивающие комнаты, куда-то, но это было не то. Я всегда говорю и повторяю всем, ребенок не должен вариться в собственном соку. Какая бы ни была супер мама, которая все для своего ребенка сделает, ребенок должен общаться со своими сверстниками. Одним из приоритетных направлений деятельности Центра образования «Эрудит» является гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Классные часы, просмотр кинофильмов, встречи с ветеранами боевых действий, выставка рисунков, художественные постановки, экскурсии, концерты для военнослужащих 58-й армии, высадка деревьев в память о прадедах и другие мероприятия способствуют воспитанию чувства любви к великой многонациональной родине, гордости за ее героические достижения. Мой прадедушка Валентин Павлович Чербацкий, он ушел на фронт, когда ему было 24 года. Воевал на Втором Украинском фронте, был танкистом, защищал нашу страну от фашизма. Вот сейчас, сами знаете, какое положение в стране, да? И мы решили, мы уже второй раз делаем посылка солдату. Первый раз родители столько привезли, мы сами отвезли в воинскую часть, все. А недавно к нам обратились, попросили медикаменты. Я не ожидала. Весь сад, и воспитатели, и вот техперсонал, и мамы, все откликнулись. Все были готовы помочь. Я не говорю, что там что-то сверхъестественное, но мы огромную, большую коробку, полную медикаментов, и еще там кто принес соленья, кто принес конфетки, мы это все
запаковали. Наши дети нарисовали рисунки, так как мы еще не пишем. И мы отправили. А когда мы первую посылку отправляли солдатам, попала к нашему парню с Осетии. И он нашим ребятам написал письмо. И сказал, что когда он вернется со спецоперации, он придет к нам обязательно. Вы знаете, как дети ждут? Они ждут и все время спрашивают. Он еще не вернулся. Я тоже интересуюсь. И как только у него будет отпуск, я обязательно попрошу, чтобы он пришел и поговорил с своими детьми. Я еще, знаете, хочу вам рассказать вот такой момент. Когда мы собирали помощь, у нас был полдник. А дети у меня спрашивают, а зачем наши родители приносят конфеты? Они же привыкли, если приносят, то я все раздаю. А тут столько приносят, а я ничего не даю. Я им объяснила. А в этот день у нас были конфеты шоколадные на полдник. Вы думаете, они не сложили все конфеты и сказали, все, эти конфеты мы отправим солдату. Они поедят и победят. Я думаю, что эти конфеты были самые вкусные. Отдельные слова благодарности ученикам школы «Эрудит» за предоставленную нам гуманитарную помощь. Большое спасибо, ребята. Учитесь, слушайте родителей, хорошо усваивайте предметы, которым вас учат. И все пусть у вас получается. Еще раз большое спасибо. Любовь Рубеновна Манукянц давно и активно работает в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Она является заместителем председателя Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Добрая, мудрая, но вместе с тем сильная и целеустремленная женщина воспитывает настоящих патриотов, считая это важной педагогической задачей. Она развивает в дошкольниках чувство привязанности, преданности и ответственности по отношению к своей родине, любви к стране и ко всему человечеству. Помимо основной работы, я еще занимаюсь общественной. Я зампредседателя по семьям погибших воинов. Мы оказываем помощь мамам, женам, детям. Те, кто потерял своих мужей, отцов, сынов в локальных войнах, кто погиб при несении службы. И за мою работу меня вот награждали медалями, грамотами. Я очень тесно дружу с 19-й бригадой 58-й армии. Очень часто там бываю. Они тоже отметили мой вклад, помощь, какую я им оказываю. Также у меня вот есть грамоты. Это уже мои не только от общественных организаций. Почетные грамоты есть и благодарственные письма. В этом году мне присвоили почетное звание «Работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации». Для меня это самая дорогая награда. А еще большая награда – успехи и достижения бывших воспитанников. Каждый раз, когда выпускники покидают детский сад, частичка души воспитателя остается вместе с ними. Но приходят другие ребята, и группа вновь наполняется счастливым детским смехом, а шкафчики начинают пестреть новыми рисунками еще неумелых художников. Если воспитатель относится к детям как к личности, как к своему ребенку, если он их любит всей душой, то это да. Это счастье. Когда ты видишь распахнутые глаза этого ребенка, и когда ты знаешь, что он, вот бывает так, что он к тебе прижмется и говорит: а я тебя люблю. Это так много значит. Недавно меня приглашал мой выпускник на свадьбу. Я, конечно, была очень удивлена, но это было до того приятно. Один мой выпускник, вот я когда узнала, я была в шоке. Он назвал свою дочь моим именем. Я считаю, что вот это показатель моей работы.
Быть воспитателем непросто, но если удается зажечь искорку добра и радости, созидающей и вдохновляющей любви в маленьком сердечке, научить детей смотреть на мир восторженными глазами и верить в чудеса, значит, профессия была выбрана не зря, ведь только из счастливых детей вырастают счастливые взрослые.